Добрый день, дорогие зрители! В эфире Love Zone, место, где мы обсуждаем важные проблемы. Сегодня у нас в гостях в студии находится депутат Народного собрания, председатель Гагаузской народной партии Николай Дудоглас, с которым мы сегодня будем обсуждать, на мой взгляд, очень интересные темы. Здравствуйте, Николай Харлампиевич, я рада видеть вас в нашей студии. Как всегда, у нас всегда есть повод, что обсудить, и, конечно, мы не можем не начать с темы Гагаузской народной партии. Да? Во-первых, я вас поздравляю, вам удалось зарегистрировать партию, это не так уж легко. Вы, наверное, сами в этом убедились. Не было, наверное, не могло не быть сложностей. Да? С какими сложностями вам пришлось столкнуться в процессе регистрации? Может быть, были какие-то препятствия, а может быть, все прошло гладко, и это было очень легко? Добрый день. Добрый день, уважаемые наши слушатели, зрители. Скажу так, что сама мысль открытия Гагаузской народной партии, она для многих была как-то, таким сюрпризом для кого-то несбыточным моментом, что все говорили, большинство людей, которые говорили, это нереально, это невозможно. Да, партии можно открывать, в принципе, в стране сегодня даже закон упрощен регистрации, это не надо собирать учредителей с 18 районов, то есть 50% районов Республики Молдова и более 4000 учредителей. Оно упрощено, что можно с трех, даже в самой Гагаузе собрать учредителей, 1000 человек и, естественно, регистрировать партии. Но здесь был сам такой момент, что само название Гагаузская народная партия, Гагауз Халк партии, да? На молдавском она звучит чуть по-другому, партиду Популяр Гагаус. И все говорили, что не будет Гагауза в названии. Но мы сделали все возможное, мы подготовили документы, устав, программу. И решили, что мы не будем название менять, потому что сам смысл открытия этой партии, если бы была бы региональная партия, мы открыли бы, возможно было открывать государство региональное, мы открыли бы региональное. Но так как региональные нет формы открытия, мы пошли на то, что открывать республиканскую партию, но сразу об этом говорили, и оно у нас везде и расписано, что мы будем работать в пределах гагаузской автономии. То есть 3 гагаузских районов, плюс там, где проживает гагаузы, это у нас и Приднестровье, это община и в Кишиневе, и за граница, и Россия, и Турция, и Европа, и в других странах. Поэтому мы ожидали сюрпризов, ожидали, что, в принципе, возможно, может быть, структуры, которые контролируют регистрацию, где-то что-то не понравится. И действительно, первый момент, когда мы сдали пакет документов, мы старались очень тщательно готовить, правильно готовить. Но наших документов нашли много нарушений. Скажу честно, что некоторые моменты мы признаем, что нужно было переделать. В принципе, большой пакет документов, и где-то допускается, что есть шероховатости. Но мы что-то думали, что все-таки наверняка это какой-то сигнал, что остановиться. После первого раза мы сдали второй раз документы и снова ждали. И скажу, что тот день, когда нам позвонили и сказали, что приезжайте, вы зарегистрированы, мы официально вас ждем для того, чтобы вручить документы. Мы, конечно, были удивлены, потому что мы ждали, наверное, что будет и 3-го, и 4-го. Но, к счастью, я, в принципе, даже тот день, когда мы ехали, написал, что Молдова сдает экзамен на демократию. Что, удалось Молдове сдать. Я скажу, что демократия прошла этот экзамен, потому что все-таки никто... Так скажу, что если партия зарегистрирована, значит никто официально действующей власти не мешал. Да, были сложности, но партия открыта, и есть возможность сегодня действительно ту программу, которую мы разработали, принять, и в дальнейшем мы его и презентуем, может быть и у вас тоже, или сделаем большую пресс-конференцию, мы начинаем свою работу. Все, вы зарегистрировали партию, мы имеем свою, так скажем, гагаузскую партию народную на юге страны, и, в принципе, для каждого гагауза эта партия, я думаю, будет открыта. Допустим, могут ли стать членами этой партии не гагаузы? Очень правильный вопрос, и давайте, наверное, с этого начнем. Потому что, что такое Гагаузская партия? Я сказал, что нету региональной гагаузской, закон не позволяет, поэтому мы пошли по форме открытия республиканской партии. Сегодня открыта республиканская партия, которая, в принципе, мы нацелены
работать на территории Гагаузии, не указывать, как жить, как работать, как принимать законы в Чемышлинском или Бессарабском или Левских районах. Мы аккумулируем себя, потому что для нас очень важно развитие именно нашей маленькой родины, автономии, но при этом мы открыто говорим, что мы не националисты, мы не сепаратисты, мы патриоты своей родины Республики Молдова. Гагаузия неотъемлемая часть Республики Молдова, и это, как говорится, здесь не обсуждаемо. Мы являемся гражданами Республики Молдова. Зарегистрировав партию республиканскую, конечно, любой человек, если он проживает в других районах и он захочет войти в нашу партию, он имеет право написать заявление, и мы после того, как мы его рассмотрим, мы можем его принять в нашу партию. Но мы, еще раз говорю, что будем работать в основном с жителями нашего региона, потому что нас именно волнует наша автономия, нас волнует потеря наших полномочий. И здесь скажу, что очень частенько, в том числе я много раз, и будучи и в парламенте, будучи и примаром, и просто политиком, я частенько тоже обращался к руководству страны, и где-то, может, даже в жесткой форме участвовал в митингах, что у нас забираются полномочия, мы потеряли деконцентрированную службу, у нас другие проблемы. Но все время мы для решения этих проблем искали и предлагали решать эти проблемы другим республиканским политическим партиям, которые вхожи в руководство страны, в парламент, который находится в парламенте, потому что там нету в парламенте у нас партийная система, и только партии, фракции партии могут решать вопрос. И это была наша ошибкой. Это была наша ошибкой, потому что эти партии в основном имели больше своих проблем, а мы делегировали в решении своих проблем. И фактически мы не то чтобы что-то решали, наоборот, больше и теряли, что нас воспринимали, что мы являемся союзниками, а иногда еще хуже, что захваченным регионом, что нами управляют, нами командуют, еще больше. Мы теряли доверие, и у нас больше забирали полномочия. Сейчас есть возможность, действительно, имея свою партию, поднимать все вопросы без посредников и обращаться и руководству Республики Молдова, обращаться в международные организации, посольства, обращаться к нашим партнерам, странам, которые, в принципе, всегда поддерживают нашу автономию. Открылся момент без посредников вести политическую жизнь Гагаузии. И вот частенько говорят, а вот нам помогает, и тут же, когда нам помогает какая-то партия, мы видим за этой партией следы наших каких-то партнеров, то ли Турции, то ли России, то ли Евросоюза. А почему мы сами не можем это сделать? А что мы не можем встречаться с нашими партнерами из России, из Турции, с Европы, Америки? Неважно. Международная организация напрямую. Нам больше, вот с вчерашнего дня, нам больше не нужны, я не боюсь этого слова, посредники, которым мы делегируем свою власть, чтобы они решали за нас. Вот 30 лет назад Гагаузия получила автономию. И вот 30 лет назад мы пошли по неправильному пути. И здесь я еще раз, потому что я политик уже не один год, уже больше 20 лет. И я скажу, что я и свою вину чувствую в этом. Где-то у нас был момент, что партии было тяжело регистрировать, форма регистрации была тяжелая, другие моменты, раскол Гагаузии. И мы как-то ушли с этой темы и довольствовались тем, что за нас придут что-то делать, и сделают, и нам будет лучше. Да нет, никто не пришел, никто ничего не сделал. Подписывались договора с партиями, сейчас буду не называть их, но в конечном итоге все хуже и хуже. Ну а на сегодняшний день нужно признать, и об этом сегодня говорят все международные организации, фактически Гагаузии, я даже не видел, что последний год приезжал какой-либо посол для решения каких-либо вопросов. Да. Поэтому считаю, что Гагаузия это захваченный регион, поэтому сегодня, зарегистрировав Гагаузскую народную партию, я считаю, что это успех всей Гагаузии, всех жителей Гагаузии. Мы начинаем очищаться, мы начинаем возвращать свои права. Смотрите, некоторое время назад перестала действовать межпарламентская комиссия, в которой в том числе были и депутаты Народного собрания. Можем ли мы сказать, что, допустим, новая партия, Гагаузская народная партия, сможет заменить в какой-то степени эту комиссию межпарламентскую? Или все-таки это совсем отдельный институт, который будет заниматься своими отдельными вопросами, а необходимость в создании, опять возобновления работы межпарламентской комиссии все-таки есть?
Мы не можем заменить, кажется, комиссия это парламентская, ну, депутатов Народного собрания, это реально невозможно, но мы в дальнейшем будем участвовать и в выборах Народного собрания, где у нас появятся депутаты от нашей команды, от нашей партии, которые будут участвовать. Да и сейчас Народное собрание мы сделаем все возможное, чтобы создать группу, значит, нашей партии, возможно, и фракцию. Ну, это, в принципе, время остается очень мало, в ноябре уже новые выборы. Но в любом случае мы постараемся хотя бы какую-то группу создать для того, чтобы работать. В наших целях обязательно, в принципе, вернуть отношения, вернуться к переговорам, сесть за стол для того, чтобы решать какие-то, ну, наши проблемы, которые есть, а проблем между Камратом и Кишиневым есть много. Заменять мы никого не будем, но мы открыто говорим, что мы сделаем все возможное, что встречаться и руководством страны, и обязательно, значит, нашими партнерами, и с посольствами России и Турции, где, в принципе, просить их поддержки в тех переговорах, в которых мы будем участвовать, для того, чтобы они участвовали как посредники, как слушатели, для того, чтобы могли и подсказать, и действительно, я скажу, что тот момент, что прервались отношения межпарламентской группы депутатов с депутатами парламента, здесь я четко могу сказать, что здесь вина не только Молдовы или не только Гагаузии. Да, прежде всего это было то, что молдавская сторона фактически последние годы, ну, те вопросы, те наработки законов, которые предлагались, они дальше там и останавливались. Ну, да. И гагаузская сторона должна была что-то сделать. И тот момент, что она была приостановлена, такая форма как бы есть, но для того, чтобы зазвенел звоночек, что давайте, ребята... Но это никак на это никто не среагирует. Да, ну я скажу, что этот звоночек длится очень долго, да. Поэтому я считаю, что где-то момент был первый, может и правильно, но в дальнейшем нужно было, чтобы подключились не просто депутаты, которые входят в группу, а подключилась председатель Народного собрания Башкан Гагаузии для того, чтобы обошел все посольства, встречался с руководителями страны, для того, чтобы продвинуть дело. Ну, а мы остановились на том, что все, если вы что-то не хотите, мы ушли, мы на вас обиделись, мы закрылись. И сегодня получается, что Гагаузия закрыта, она не идет на какие переговоры. То нас уже никто и не зовет, никто и не ждет. Воспринимается, что Гагаузия уже чей-то, ну, захваченный регион, что кто-то командует из не Гагаузии, и что больше здесь в Гагаузии не с кем разговаривать. И вот это самое обидное, я скажу, не для этого создавалась Гагаузия. Для того, чтобы, ну, нас захватывали или с нами не считались. Поэтому я считаю, что Гагаузская народная партия здесь может смело заявлять, что мы можем вести какие-то работы, какие-то переговоры, объединять наше население, работать с нашими примарами, работать с нашими депутатами, для того, чтобы начать отношения. Я еще раз говорю, что ни в коем случае я сейчас кого-то с первого дня не хочу ругать, но я с детства помню, даже, честно говоря, я воспитывался в интернате, и такой был момент, что если ты не идешь на переговоры, если ты не общаешься, ты не можешь решать вопрос. Ну да, ну это закон общества. Да, конечно, люди обиделись, разошлись, и больше никак не хотят встречаться, они будут обижены друг на друга десятилетиями. А Гагаузии нужно решать вопросы каждый день. Возникают новые проблемы социальные, вопросы по здравоохранению, по социальной сфере, по сельскому хозяйству, по другим и много остального. Нужно решать между министерствами, потому что все это прервано. И сказать, что это хорошо, от этого больше проигрывает Гагаузия, чем центр. Нет, это, конечно, не хорошо, это очень плохо. Но вот прежде чем говорить о выборах в Народное собрание, у нас на носу выборы в парламент. И у меня такой вопрос. Планируете ли вы, как председатель партии и вообще ваша партия, участвовать в выборах на республиканском уровне? Наша партия будет участвовать на всех выборах. И на республиканских, и на гагаузских. Конечно, сегодня некоторые скептики говорят, ну, гагаузов мало, они в парламент навряд ли попадут. Конечно, я скажу, что это будет очень сложно, но мы намерены, вот с первого дня, уже с сегодняшнего дня, мы уже работаем, обращаться всем жителям Гагаузии, неважно, они гагаузы или других национальностей, потому что я считаю, что это компактно проживающее население в Гагаузии, которое поддерживает свою автономию. Обращаясь даже с вашего экрана, я хочу обратиться к всем гагаузам, которые живут на территории Республики Молдова, которые живут за границей. Значит, мой телефон 06, легкий телефон 06 30 70 80.
06 30 78. В любое время дня и ночи можно обращаться. Мы начинаем регистрацию всех желающих войти в нашу партию, всех желающих просто поддержать нашу партию. Потому что не обязательно, кто-то может быть, работает на каких-то должностях, что ему в партию невозможно войти, но он просто поддержит нас. Мы начинаем регистрацию людей, которые в дальнейшем итоге мы хотим дойти до 70-80 тысяч человек. А столько гагаузов есть больше 100-150 тысяч наше население, которое, в принципе, живет в разных странах, но имеет гражданство Республики Молдова, которые могут участвовать. Если мы успеем набрать это количество, тогда мы станем большим сюрпризом для республики. Поэтому мы эту работу начинаем делать. Никто не верил, что мы сможем открыть партию. Партия открыта. Сейчас можно сказать, что, фактически, можно сказать, абсолютно большинство не верит, что мы можем пройти парламент. Но мы начинаем работать, мы верим в это. Если даже не удастся нам за короткое время, потому что выборы парламентские, не за горами, полгода, да, и мы не пройдем парламент, мы не расстроимся. Возьмем мы 1%, 2, 3, 4, потому что нужно взять 5%. Дойдем, отлично, не дойдем, значит, естественно, что мы сформируем, у нас сформируется большая команда. Буквально за парламентскими выборами, через пару месяцев выборы в Гагаузии, выборы Народного собрания, где мы сможем уже действительно более достойно выступить. Зато в следующие выборы, так с каждым годом усиливать команду. Мы не хотим и ни в коем случае не собираемся сливаться с кем-то, объединяться с кем-то ради каких-то должностей. Есть форма объединения блока, где объединяются партии, которые в дальнейшем, получив пройти парламент, делятся должностями, и много чего остальное. Мы идем по другому пути. Мы сегодня идем полностью консолидации нашего народа. Консолидировать, объединить, принять общую программу. Конечно, с этим нужно будет считаться. Нужно считаться с тем, я с первого дня хочу сказать, что мы будем искать новых молодых лидеров, которых будем готовить для того, чтобы они баллотировались в Башканов, главу Гагаузии. Но чтобы ни в коем случае не было так, что выдвигается Башкана человек, который не проживает у нас в Гагаузии, даже в Республике Молдова, или же человек, который не работал вообще в государственных структурах, и придя к власти, естественно, что очень сложно, 4 года только идет подготовка для работы, а время летит быстро. Мы будем работать с теми людьми, которые уже готовы к этой работе, были депутатами, например, парламента, участвовали в работе министерств, участвовали в работе исполкома Гагаузии, Народного собрания. То есть они уже сформировались как государственники, как политики. И естественно, что получив власть в Гагаузии, они быстро смогут идти вперед. Мы начинаем формировать команду депутатов Народного собрания. Здесь, естественно, что здесь наверняка следующий шаг молодежи, что опытные политики, опытные специалисты, которые уже много раз были депутатом парламента, где-то должны уступать место, где-то должны подготавливать. В нашей команде, преемственность власти обязательная. Я скажу, что имея очень богатый опыт, я сегодня не стремлюсь к власти быть первым лицом, но имея возможность, имея такой большой богатый опыт и мое окружение, мы хотим подготовить и новых людей, подготовить тех людей, которые не совершали бы и наши ошибки. Что всегда нужно признавать, что политики, в принципе, есть всегда ошибки. И политика такое дело, что невозможно всегда дружить. Есть политические интересы. То так, то это. Некоторые не могут понять, а почему вчера было так, сегодня так. Потому что политика идет так, что всегда ищутся политические интересы. На данный момент я считаю, что для Гагаузии самое лучшее, это, естественно, что не начинать борьбу, ругаться с кем-либо. Вот наш девиз, наша ошибка. Да, наш девиз сегодня нашей партии. Мы не будем работать против кого-либо. Мы работаем для Гагаузии. Наша цель это продвигать, объединять нашу Гагаузию. Поэтому те политические республиканские партии, которые есть в Гагаузии, естественно, что мы будем призывать, чтобы наши сторонники вышли из этих партий и написали заявление, перешли в Гагаузскую народную партию. Займу еще одну минуту. Потому что когда у нас была довольно-таки очень мощная политическая организация, сначала Новая Гагаузия, потом Народно-политический союз Девлеть. В принципе, мы на базе Девлеть и, в принципе, собрали наших учредителей 1200 человек. Но есть и много наших людей, которым мы сами говорили, что это общественная организация, вы можете входить в любую политическую партию. Вот сегодня я с этой трибуны обращаюсь ко всем нашим сторонникам, которые входят в другие политические формирования. Пришло время вернуться назад. Мы уже не просто общественная организация, мы политическая партия,
Поэтому убедительно просим наших людей, которые были с нами долгие годы, вернуться, поддержать нашу партию для того, чтобы мы аккумулировались, объединились в большую команду, чтобы идти вперед. Ну вот очень многие и люди из Гагаузии, и из центра говорят о том, что нужен диалог. Нужен диалог, мы об этом уже говорим не один год. Но происходит очень странная ситуация, когда центр приглашает гагаузских представителей, да, общественности, значит, эти люди, которые встречаются с центром, становятся врагами народа. Если центр приезжает к нам на юг, и люди встречаются с представителями центральной власти, опять же эти люди становятся как будто бы врагами народа, но параллельно опять мы говорим про то, что нужен диалог. Не кажется ли, что какая-то непонятная ситуация происходит, да? То есть мы хотим диалог, но когда у нас происходит диалог, те люди, которые пытаются как-то сделать какой-то первый шаг, они становятся врагами гагаузского народа. Как вы к этому относитесь и почему вот такая странная ситуация происходит у нас в автономии? Это одна из самых больших наших проблем. И я скажу, что те люди, которые все это переиначивают, это не друзья Гагаузии, это враги Гагаузии. Потому что мы вот с вами говорили о том, что для того, чтобы решать эти вопросы, нужно говорить, нужно встречаться. Без переговоров, не решается ничего. Ну, а как вы сказали, если мы едем в Кишинев, мы враги-предатели, если к нам приезжают, то тоже враги приехали. Да. А как тогда вести диалог? Я, честно скажу, я сам столкнулся с этим моментом. Значит, пару месяцев назад мы были приглашены депутаты Народного собрания войти в группу, которая была первая встреча у нас в Истамбуле, где мы провели первую встречу с депутатами парламента Республики Молдова для того, чтобы найти какой-то компромисс, для того, чтобы межпарламентская группа начала работать. И я скажу, что мне очень понравилась эта встреча. После этого была еще одна. Мы смогли, я даже сам лично 6 вопросов внес в этот протокол в молдавской стороне, который, в принципе, должна рассмотреть. Ну и реально какие-то вопросы уже решив, что мы начали говорить. То есть я считаю, что это очень плодотворная встреча. Приехал в Гагаузии, тут же Народное собрание, председатель мне говорит: а почему ты поехал, и чуть не с каким обвинением? Я говорю: так это вы должны ехать. Мы вашу работу выполняем. Вы должны защищать нас, депутатов, у которых кучу проблем сегодня, что некоторые депутаты не могут выехать в Румынию, в том числе и у меня есть запрет в Румынию, не знаю почему. Заарестованные карточки, счета, с банковской операции не может делать. Кучу проблем. Кто-то должен решать этот вопрос. Гагаузское руководство отказывается решать и тут же говорит: а если кто-то шаг сделает для того, чтобы реально начинать какие-то вопросы решать, они чуть наши недруги. Нет, это абсолютно неправильно, и наша партия на эти вещи даже внимания не будет обращать. Есть те люди, которые будут воспринимать, что мы ведем с кем-то переговоры и что мы якобы неправильно делаем, мы будем оставлять их без внимания, даже не отвечать. Потому что путь дальнейшего объединения Гагаузии, решения всех вопросов Гагаузии, это путь переговоров, путь встреч, путь решения вопросов. Для того, чтобы Гагаузия могла развиваться, я скажу, имея Гагаузскую партию, мы сможем сегодня говорить с международными донорами, для того, чтобы привлекать инвестиции. Мы будем выезжать и в Турцию, Россию, европейские страны, естественно, во все министерства, где начнем работать и защищать автономию практически в каждом направлении. И что? За то, что мы будем работать во благо Гагаузии, решать гагаузские вопросы, нас еще и кто-то будет обвинять. Я вам скажу, даже те республиканские представители некоторых республиканских партий, которые у нас доминируют в Гагаузии, после того, когда Гагаузская народная партия зарегистрировалась, уже пошли обвинения. Вот их зарегистрировали, потому что они удобны для кого-то. Чуть не мы стали сторонниками какой-то партии. Хочу твердо и четко сегодня с этого экрана сказать. Несколько раз об этом сегодня говорю, что я политик с большим стажем, больше 20 лет. Конечно, в жизни были ошибки, но мне удалось очень много сделать для Гагаузии. Это и увеличение гагаузского бюджета на несколько сотен миллионов лет, будучи парламентцем. Это открытые свободные экономические зоны. И в Камрате, будучи примаром, наверняка камратчане помнят, сколько проектов мы внедряли. Это и реконструкция нашего и парка, и площади, и много-много других проектов, которые мы смогли сделать. То есть положительно очень много. Уважаемые друзья, поверьте, что нам сегодня нужно ваше доверие. Нам очень нужно ваше доверие, и, уверяю вас, мы вас не подведем. Наша команда сегодня, Народно-патриотического союза Девлет, за нами никого нет.
ни политические партии, ни каких-то, значит, олигархов, как модно сейчас называть, никого, кроме гагаузского народа. Мы не поддерживали и не поддерживаем сегодня партию ПАС. Мы не поддерживаем социалистическую партию социалистов Игоря Додона. Мы не поддерживаем команду Шора. Мы не поддерживаем сейчас Новопобединский блок, Альтернатива и другие партии. Но мы сегодня не ведем агрессивную работу, не высказываемся по ним для того, чтобы начать какие-то внутреннюю борьбу. Мы четко наш девиз. Мы сегодня за Гагаузию. Мы не против кого-то, мы за Гагаузию. И с каждым днем мы будем делать 1000 встреч, максимальных встреч. Мы будем выезжать в населенные пункты, встречаться на один с человеком, с семьей, для того, чтобы убеждать, чтобы люди могли понять, что пришло время поддержать свою партию. Да, мы сегодня начинаем с нуля, может быть, сегодня самые слабые, но придет тот день, где мы станем самыми сильными, для того, чтобы поднять патриотический дух. Немножко, я не побоюсь этого слова, и национальный дух, что это наша земля. На нашей земле мы должны стать хозяевами своей земли. Не отдавать власть, которую республика нам отдала. Мы имеем автономию. Автономию, я вам скажу, что даже в соседней стране, венгры, которые имеют большие территории, Трансильвания, они не имеют автономии. Но мы имеем автономию, но мы не можем пользоваться, потому что мы все время ищем, как говорится, старших, кому мы доверим, кто будет решать наши вопросы. Не надо, чтобы кто-то решал наши вопросы. Нужно решать вопросы мы сами. Подготавливать молодежь для того, чтобы они пришли к власти в Гагаузии, подготавливать молодежь для того, чтобы они могли интегрироваться во власть Республики Молдова. Все проблемы, которые есть, самим поднимать, самим ехать в министерство, международные организации и решать. Поверьте, что если за нами не будет каких-то политических партий, у которых у самих, как говорится, проблем намного больше, чем в Гагаузии, мы сможем решать вопросы. Тогда мы не сможем бояться, что кто придет к власти. Сегодня есть одна власть, мы их не поддерживаем, но она власть, с ней нужно вести переговоры, с ней нужно обращаться, с ними нужно решать вопросы, с ними нужно быть диалог. Поэтому, как вы говорили, что если власть приезжает, мы должны их кричать, выгонять. Нет, ни в коем случае садиться и говорить, предлагать свои идеи. И тогда, если мы им предлагать свои идеи, они будем услышаны. А если они не будут выполнять, вот тогда мы будем искать группу поддержки и у других организаций. Ну вот возвращаясь к моему вопросу, все-таки почему такая реакция у автономии? Почему мы говорим, что нам нужен диалог, но как только этот диалог происходит, те люди, которые пытаются как-то выйти на центр и как-то сделать какой-то, не знаю, тандем, да, какую-то полезную работу, они становятся врагами. В чем причина? Причина в том, что Гагаузия, ну, как говорят, наверняка здесь оно и есть, может, не захвачено, но в Гагаузии пришла власть, которая сегодня очень боится потерять власть, которая понимает, что если мы начнем идти на переговоры и будут какие-то наши вопросы решаться, и серьезные вопросы будут решаться, и Гагаузия от этого будет получать какие-то инвестиции, это повлияет на авторитет тех, которые сегодня у власти. Значит, команда, которая пришла к власти, она, в принципе, сегодня больше стремится не выполнять работы за бюджет, за значит, деньгами государственный бюджет, а больше своими личными или теми средствами, которые она где-то якобы ищет и помогает. Вопросов нету. Если власть, которая пришла, и она сегодня может помогать, пускай она помогает. Но мы живем в стране, если страна имеет сегодня возможность внедрения больших, серьезных проектов в Республике Молдова, почему Гагаузия должна быть отделена? Нет, мы должны встречаться и говорить. И дополнительно я скажу, что Гагаузия очень гостеприимный народ. И вот эти моменты, когда поднимаются наши люди для того, чтобы кричать «долой», «жжет», все остальное, это не наша форма. Я сам прошел через эти вещи. Я скажу, что внутренне каждый человек, даже если идет на протест, и он оскорбляет другого, Гагаузия воспринимает это неправильно, это нечестно, это нехорошо. Нет, если есть проблема, нужно встречать, говорить человеку в лицо. А когда за спиной в толпе ты кричишь, невозможно в толпе или на каком-то митинге решать какой-то вопрос. Да, есть форма митинга для решения глобальных каких-то вопросов, где мы можем пройти на это, для того, чтобы поднять всех жителей Гагаузии на добровольной форме. Не так пригласить 100-200 проплаченных людей, которым мы везем их в одно место, другое, третье, пятое, десятое. А когда есть форма решения каких-то серьезных вопросов, есть форма решения через референдум, да, тогда есть вопрос, поднялся весь народ, мы вышли, сказали свое слово, пригласили другую сторону, чтобы она участвовала, она слушала.
Но когда ведется переговор или выступление без второй стороны, собрались, покричали. Вот я скажу, что сегодня я открыто выступаю против председателя Народного собрания. Я очень редко выступал против исполкома Гагаузии, против Башкана Гагаузии, что мы поддержали и Башкана исполком, когда Башкан выбирался во втором туре, когда осталось 2 человека. В дальнейшем я поддерживал исполком, и тогда мы сказали, что мы подождем год, наша организация Народно-патриотический союз Девлет, посмотрим, как пройдет работа, и дальше сможем высказаться. Год прошел, и я сегодня даю оценку не самую хорошую, то, что делается. Поэтому смело могу сегодня говорить. Пора исправлять те ошибки, которые за эти 1,5-2 года сделаны, иначе дальше будет хуже. И мы сегодня будем обо всем говорить. Все. Вопрос вчерашнего дня нашей поддержки, оно закончилось. Наше доверие, которое было дано, срок истек. Сейчас дальше, я считаю, что исполком Гагаузии твердо, быстро должен уйти от этой политической зависимости от тех игроков, которые ведут работу в Гагаузии извне. Ну, вы считаете, что это возможно? Я говорю об этом, что нужно сделать. Если это невозможно, естественно, что мы дадим оценку следующие выборы Народного собрания, где формат Народного собрания, скорее всего, 100% поменяется. И большинство будет другое, которое уже не будет приплясывать перед руководством исполкома, а будет конкретно работать. Поэтому я не хочу ходить в жесткую форму обращений, грязи и все остальное. Я сегодня говорю, что есть еще время. Прекращайте закрывать Гагаузии в какой-то непонятный вакуум. Нужно выходить, начинать переговоры, начинать консолидировать Гагаузию для работы. Не для борьбы, а для работы. Вот наша партия сегодня создана, Гагаузская народная партия, не для борьбы с кем-то, а наоборот, для консолидации и работы. Поэтому мы готовы работать и с исполком Гагаузии, с Народным собранием, и правительством, и парламентом, со всеми структурами власти, которые есть в Республике Молдова. Да, как они с нами будут работать, уже мы дадим оценку. Это уже другой вопрос. Вот здесь вот и вы сказали, и в принципе очень многие эксперты об этом говорят, что Гагаузия сегодня находится как бы в какой-то изоляции, да, к нам практически никто не приезжает. Если до нынешнего Башкана приезжали практически каждый день какие-то послы, какие-то представители различных делегаций, то сегодня мы практически таких визитов не видим, да, то есть какая-то изоляция произошла и политическая, и между регионами. На ваш взгляд, есть ли у нас шанс как-то возобновить вот эти диалоги? Потому что от этого, конечно, очень многое зависело. Во-первых, наш голос всегда был слышен за пределами автономии, когда мы беседуем с представителями различных посольств. Ну и различные проекты были реализованы, да, будем честны. Конечно. Очень много проектов было реализовано в Гагаузии благодаря сотрудничеству с посольствами. Есть у нас шанс вернуть этот диалог, или все-таки пока нынешняя власть не поменяет свою работу, свое направление, то шансов мало? Шанс изменить всегда есть. Вы помните, Иисус Христос, даже когда уже на Голгофе человек, который рядышком был, вором, который был тоже рядом, сказал, что покайся, смирись, помолись, и Бог тебя простит. Да? Даже в последний момент. Поэтому шанс у каждого человека всегда есть. Шанс есть и у Гагаузии. Если сегодня Народное собрание, в первую очередь, Народное собрание, которое контролируется одним человеком, потому что большинство контролируется Дмитрием Юрьевичем Константиновым, который не идет на диалог. Вот, допустим, что завтра они пошли на диалог, и межпарламентская группа между депутатами Гагаузии и парламентом начала работать. Все, мы разблокируем отношения. А что мы от этого теряем? Мы ничего не теряем, мы только выигрываем. Мы разблокируем, официально даем заявление, что мы начинаем официально, значит, наша группа входит в рабочее состояние, начинаем работать и предлагаем свои же вопросы, решить свои вопросы. Не чужих, а своих. Мы что проигрываем? Мы только выигрываем. В дальнейшем исполком Гагаузии, значит, готовит новые проекты законодательств, которые эта группа предлагает парламенту. То есть исполком Гагаузии начинает работать, но без поддержки извне. Конечно, это уже полностью мяч перекатывается на другую сторону. Гагаузию обвиняли со всех сторон,
А Гагаузия готова к компромиссам, готова к переговорам, значит, возвращение новых каких-то отношений. Тогда естественно, что вопрос станет с Кишиневым. А почему вы обвиняли Гагаузию, а не хотите? Да? Но пока мы этого не будем. Если я был бы в руководстве Гагаузии, я это сделал бы 100% именно так. Ну, а если оно продолжится так еще немножко, ну, что же, грань уже все. Осенью выборы Народного собрания, естественно, что будущее Народное собрание будет давать оценку всему. Да, и скажу, что от этого будет зависеть будущее Гагаузии. И сегодня есть очень много депутатов и Народного собрания, которые попали под влияние, которые ждут, чтобы закончилось это время, уйти. Да, где-то неудобно или есть какая-то ответственность перед теми людьми, которыми они работают и не хотят покидать эту группу. Или, может быть, самое худшее, что они коррупционно зависимые. Но я скажу, что новые выборы, когда придут новые люди, это начнется совсем другой формат работы. Поэтому еще остается очень мало времени для того, чтобы нынешняя власть Гагаузии попыталась исправить ситуацию. И такой вот, наверное, итоговый вопрос. Вы 20 лет в политике, и вы можете четко дать анализ работе нынешнего созыва Народного собрания. Да, было много созывов, и вот последний созыв, который во всех многих грехах обвиняли, последний созыв. На ваш взгляд, насколько это был эффективный созыв, и есть ли, допустим, надежда, что следующий созыв будет более эффективный, чем это? Созыв Народного собрания, я вам скажу, что я не буду брать профессиональные качества, потому что есть депутаты. Но есть депутаты грамотные. Но я вам скажу, что с первого дня работы нового созыва Народного собрания мы столкнулись, что в Народном собрании образовалось несколько групп, которые имели абсолютно разные взгляды, и мы не могли выбрать председателя несколько месяцев, началась враждебность, где с первого дня я выступал и говорил, что если мы столкнулись с такими проблемами, нужно распустить Народное собрание. Ничего хорошего это Народное собрание в дальнейшем не принесет. Даже если у кого-то будет большинство, это большинство будет создано коррупционными схемами. Для того, чтобы потом удержать этих депутатов, естественно, нужно будет искать, говорю, как есть, средства и все остальное. Но это будет уже не форма работы конкретно каждого депутата, как оно должно быть в демократической форме. Поэтому это была ошибка Народного собрания, что мы не пошли на распуск с первого дня. Если бы мы пошли бы на распуск, наверное, естественно, формат поменялся, и сегодня была бы совсем другая ситуация в Гагаузии в целом. Потому что сегодня исполком мы обвиняем больше, но виноваты больше Народное собрание, потому что Народное собрание дает возможность работу такому исполкому. Если первоначальная практика Гагаузии была всегда, что поддержать Башкана, чтобы Башкан, в принципе, предлагал своих сторонников, команды, который пришел, утверждать членами исполкома. Да. Но проходит время, проходит полгода, год, нужно давать оценку всем специалистам, всем начальникам управления там, где у нас проблемы. В целом я скажу, что исполком очень слабый, очень много неподготовленных людей. Да, поэтому я не вижу работы исполкома Гагаузии. Да, она работает только в политическом направлении, участвует на всех этих массовках, политических заявлениях, ну или же резанием ленточек каких-то проектов. Ну, я скажу, что работа Башкана Гагаузии это не совсем открытие какой-то дороги или ремонт какой-то школы или садика. Для этого есть примары. Этим вопросом занимаются примары, советники, другой уровень. А работа исполкома Гагаузии более глобальная. Это открытие рабочих мест, это поиск инвестиций, это работа со всеми структурами республики для решения всех вопросов, которые возникают у жителей Гагаузии. Я этого сегодня не вижу пока не вижу. Хотя есть еще время, но пока не вижу. Поэтому сегодня четко могу сказать, что Народное собрание, дай Бог, чтобы она быстрее закончилось это время, ноябрь месяц, чтобы у нас были выборы, и люди действительно могли, действительно дать оценку каждому депутату, и мне в том числе. Но я думаю, что из тех депутатов, которые сегодня, очень многие пройдут в следующий созыв. И здесь можно додать тоже еще один момент, остановиться на том, что следующее Народное собрание, почему, в принципе, мы и создали сегодня Гагаузскую партию и ускоренно создали, потому что следующие выборы будут для Гагаузии очень важны. После того, как Гагаузии сегодня, вот такой вакуум недоверия со всей стороны, мы закрылись, нужно это все исправлять.
эта команда, которая у власти, она попытается купить следующих депутатов, пойти на выборы с большими огромными деньгами и сделать новое большинство снова подконтрольное. Поэтому, с другой стороны, депутаты, которые будут идти как независимые, как раньше, будет очень сложно. Поэтому, например, наша команда, значит, Гагаузская народная партия, которая создалась, она будет противостоять для того, чтобы был ну, какой-то баланс, чтобы мы были на одинаковом уровне. Потому что когда идет партия на выборы, естественно, что кандидатом партии является, например, кандидат по Камрату, но его поддерживают другие члены нашей партии, которые вулканические в Чедром, которые имеют своих родственников, которые звонят своим родственникам, что это наша команда. То есть другая форма вообще выборов и поддержки. Партия всегда имеет больше возможностей проведения своих членов партии, депутаты Народного собрания, в примары, советники, чем мы когда идем независимо, тем более сегодня, когда у нас доминирует админресурс и доминирует конкретно финансовая поддержка. Максимальная финансовая поддержка. В общем, как я понимаю, предстоящие выборы в Народное собрание будут жесткими Очень. И интересными. Да. Спасибо, Николай Харлампиевич, за интересную беседу. Я думаю, что мы сегодня смогли обсудить очень важные вопросы, и не только что касается партии, но и касается каждого жителя автономии. И я надеюсь, что это как-то поменяет их взгляды, и немного мы сможем опять, так скажем, вернуть все в круги своя. Спасибо. Одну минуточку, если возможно, я хочу сделать одно обращение. Уважаемые граждане, жители Гагаузии, обращаясь ко всем нашим жителям. Да, вчера свершилось, я скажу, что это чудо, что Гагаузская народная партия, Гагаузская Халк партия была зарегистрирована. Я прошу всех наших жителей поддержать нашу партию. Да. Родилось маленькое дитё, которое мы должны вырастить, значит, воспитывать и растить для того, чтобы она в дальнейшем защищала нас. Хочу обратиться к нашим учредителям, 1200 человек. Большое спасибо вам, потому что только с вашей поддержки мы смогли, значит, собрать всю документацию и открыть нашу Гагаузскую партию. В дальнейшем я прошу вас поддержать и идти вместе с нами. Я сегодня говорил, еще раз повторю, все члены наших общественно-политических организаций, Новой Гагаузии, Народно-патриотического союза Девлет, прошу вас сделать выводы и по возможности вернуться в нашу партию для того, чтобы мы окрепли и решали ваши же вопросы. Всем большое спасибо за поддержку. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы с Николаем Харлампиевичем Дудогло, депутатом Народного собрания, председателем Гагаузской народной партии, попытались обсудить важные вопросы, которые сегодня витают в воздухе, в обществе гагаузском. И надеюсь, что мы смогли ответить на ваши вопросы, которые у вас периодически возникают. И до новых встреч!